безопасно управлять своим транспортным средством с учетом дорожных условий, с учетом погодных условий, с учетом интенсивности потока, но при этом не превышая допустимых пределов скорости для данного участка дороги. Что это за участки и что это за пределы? Ну, в первую очередь речь, конечно, идет о населенных пунктах. Это проехав вот эти вот два знака начала населенного пункта. Даже если мы не видим самого населенного пункта, скорость движения не должна превышать 60 км в час. Правда, въехав в населенный пункт, мы можем увидеть знак, на котором стоит цифра 30. А может быть 40, а может быть 50. Ну, значит, максимум больше нельзя. Но въехав в населенный пункт, мы можем увидеть и знак с цифрой 80. Как быть в этом случае? В этом случае правила говорят, что на отдельных дорогах, в населенных пунктах, если безопасность движения это позволяет, скоростные режимы могут как уменьшаться, так и увеличиваться установкой соответствующих знаков. Но если никаких уточняющих знаков нет, а населенный пункт есть, значит 60 это максимум. Вне населенного пункта разрешается легковым автомобилям, автобусам, но в данном случае это имеется в виду автобусы междугородние или маломестные, мотоциклам, грузовым автомобилям, разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн, установлена скорость до 90 км в час. А вот автомобилям легковым с прицепом, грузовым автомобилем или автобусам городским вне населенного пункта скорость разрешается не более 70 режимов. Например, такие условия, как перевозка людей в кузове грузового автомобиля, а также перевозка детей в автобусах. На любых дорогах в этом случае скорость не должна превышать 60 км в час. Ограничена скорость при буксировках. Любым способом на любых дорогах она не должна превышать 50 км в час. Может ограничивать скорость движения опознавательный знак транспортного средства, который говорит, что этому транспортному средству больше, чем указано на знаке, ездить нельзя. Ограничение скорости, носящее глобальный характер, действует на всей дорожной сети страны. Глядя на этот информационный знак, легко определить такие ограничения для легковых автомобилей, грузовых с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн и мотоциклов 60 км в час на дороге в населенном пункте, 90 км в час вне населенного пункта, 110 км в час на автомагистрали. И, конечно же, 20 км в час – предел разрешенной скорости на велосипедных зонах, во дворах и прочих жилых территориях, обозначенных соответствующими знаками. Вместе с тем, на любом участке любой дороги с помощью знаков или разметки можно ввести локальное ограничение, причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения разрешенной скорости движения. Это участок дороги вне населенного пункта. И если бы не знак, можно было бы двигаться со скоростью 90 км в час. Это дорога в населенном пункте. Максимально разрешенная скорость на этой дороге 60 км в час. Но стоит запрещающий знак, из которого четко следует, что на легковом автомобиле и грузовом с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн можно ехать до 80 км в час. На этом участке знаком разрешили 80 км в час. Напомним, что действие запрещающего знака 3.24 ограничение максимальной скорости распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения примыкания с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки. Также знак 3.24 ограничение максимальной скорости отменяет знак 3.25 конец зоны ограничения максимальной скорости или знак 3.31 конец зоны всех ограничений. На этом участке дороги на правой полосе для легковых автомобилей, грузовых с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн и мотоциклов скоростной режим обычный, не более 90 км в час. То есть разрешено движение с любой скоростью, но не больше 90 км в час. А вот на левой полосе скоростной режим необычный. Конечно же, как на любой дороге вне населенного пункта, не более 90 км в час, но при этом обязательно не менее 50 км в час. Не забывайте, что знак 4.6 ограничение минимальной скорости действует только до знака 4.7
конец зоны ограничения минимальной скорости. Ни перекресток, ни конец населенного пункта действие этого знака не отменяет. По дороге вне населенного пункта вы ехали со скоростью 90 км в час. Но вот на дороге разметка, и с этого места максимум 60 км в час. К специальным ограничениям скорости можно отнести следующие случаи. Во-первых, это буксировка. В соответствии с правилами, максимально разрешенная скорость при буксировке механических транспортных средств 50 км в час. Причем эта норма действует на всех дорогах, и в населенных пунктах, и вне населенных пунктов. Прочим дорогам вне населенных пунктов с прицепом 70 км в час. А в населенных пунктах всем транспортным средствам с прицепом или без прицепа правила установили одинаковый предел — 60 км в час. Все вышеперечисленные требования можно сравнить в приведенной таблице. Помимо вышеперечисленных ограничений, правила содержат еще одно весьма важное требование — пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Например, на этой дороге разрешено 90 км в час, но условия видимости в данный момент недостаточны, поэтому двигаться с такой скоростью смертельно опасно. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. А сейчас мы видим гололедицу на дороге. Это тоже будет влиять на выбор скоростного режима. Во всех случаях скорость должна быть такой, чтобы остановочный путь был меньше расстояния видимости. Еще пункт 10.1 обязывает водителей выбирать скорость сообразно интенсивности движения. Сейчас неважно, какая тут разрешенная скорость движения. Сейчас водитель обязан двигаться со скоростью потока, не покидая своей полосы. Пункт 10.5 ПДД запрещает водителю создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью. Обратите внимание, правила не запрещают медленную езду. Правила запрещают создавать помехи, двигаясь излишне медленно. И, наконец, водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. Помните, что водителю запрещается превышать максимальную скорость, определенную технической характеристикой транспортного средства, а также превышать скорость, указанную на опознавательном знаке ограничения скорости, установленном на транспортном средстве. Говоря о скорости движения, необходимо обратиться к понятиям тормозной и остановочный путь. Многие считают, что эти понятия одинаковы. Это неправильно. На схеме вы четко видите, что разница между ними во времени реакции водителя. Она зависит от многих обстоятельств, например, опыта и состояния водителя. Да, это секунды, но если перевести в метры, то получится совсем другая картина. Обратите внимание на вполне объяснимую закономерность. Чем больше скорость, тем больше количество метров, которые машина проедет за 1 секунду, а в среднем на остановочный путь отводят 2 секунды. К этому расстоянию могут добавиться еще метры, например, из-за гололедицы на дороге. И помните, что с увеличением скорости поле зрения водителя сужается. Это одна из причин, по которым выбраны разные скоростные режимы в населенном пункте и вне его.